Большом зале окружной администрации состоялось первое заседание избранных в сентябре городских депутатов Якутской городской думы. Перед депутатами выступила председатель городской избирательной комиссии Сардана Алексеева, которая представила итоги избирательной кампании. По результатам выборов 10 сентября в Якутскую городскую думу 5-го созыва избраны 29 депутатов. Всего в новом созыве представлены 6 политических партий, 20 депутатов от Всероссийской политической партии «Единая Россия», 2 депутата от партии «Новые люди», 2 депутата от Коммунистической партии Российской Федерации, 1 депутат от Коммунистической партии «Коммунисты России», 1 депутат политической партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду», 1 депутат от ЛДПР, 2 самовыдвиженца. В новый состав Якутской городской думы из предыдущего состава переизбрались 10 депутатов. Из 29 депутатов 7 женщин и 22 мужчины. Гордума очень помолодела. Из 29 депутатов вообще 11 – это те, кто уже имеют опыт работы в представительном органе, не обязательно в прошлом созыве, но в прошлых созывах. 18 человек вновь избранные. Очень много молодых ребят, амбициозных, и я думаю, что это здорово. То есть состав очень интересный. И мне кажется, работа 5-го созыва Якутской городской думы, она будет вот такой вот интересной, творческой. Был рассмотрен процедурный вопрос. Депутаты решением заседания подтвердили свои полномочия. Дорогие коллеги, я, во-первых, поздравляю вас с проведением окончания первого заседания Якутской городской думы. Впереди у нас действительно предстоит большая работа. Сегодня идет активнейшая работа по внесению изменений в стратегию развития города Якутска, основываясь на мастер-плане и указ. И это наша совместная с вами работа по определению корректировки муниципальных программ, бюджета и так дальше. Здесь на раскачку времени нет. У нас сразу же стоят большие вопросы впереди. Это первое, внесение изменения в генеральный план. Десятки тысяч людей города Якутска ждут решения вопросов. Это раз. Второе, на носу принятие бюджета. И с места начинаем сразу плотную работу. Всем удачной работы. Спасибо вам большое за конструктивную работу. Благодарю вас. Спасибо. Председателем Якутской городской думы единогласным решением депутатов избран Альберт Семенов. Единогласно за 28. Спасибо большое. Действительно, как вот Итак Ивановна сказала, что путь у нас был непростой. Ну и, конечно, сегодня у нас просто логичное завершение. Ну и в первую очередь, конечно же, сегодня хотелось бы сказать, что быть избранным от вас, от жителей города Якутска, для меня большая ответственность, большая честь. Это кредит доверия, это двойная ответственность, которая ложится на всех нас. И мы должны приложить максимум усилий для того, чтобы осуществить все наши планы. Хотел бы в первую очередь, конечно, поблагодарить избирателей автодорожного избирательного округа номер 2 Якутской городской думы и, конечно же, всех жителей города Якутска за поддержку идей. И, конечно же, мы сегодня, как депутаты Якутской городской думы, провели первое организационное заседание. Ну, по сути, наша работа сегодня началась, полномочия подтверждены, и сейчас перед нами стоят очень большие ответственные задачи. Первым заместителем председателя также единогласно избрана Евдокия Евсикова. Сегодня действительно прошло очень важное заседание, первое, и от него действительно многое зависит, как пойдет наша дальнейшая работа. Сегодня главный вопрос был это подтверждение полномочий всех депутатов Якутской городской думы. И с сегодняшнего дня мы все являемся действительно полномочными, полноправными депутатами Якутской городской думы. Сейчас чувствую такое удовлетворение от работы этой сессии, потому что не просто потому, что проголосовали единогласно все за все основные вопросы, ведь за этим единогласным голосованием стоит очень серьезная работа, которая была
проведена и во фракции «Единая Россия», работа с другими партиями. В условиях многопартийной системы, которая сегодня сложилась в нашей стране, очень, наверное, важно работать дружно, сообща, на благо действительно жителей нашего города. Вот сегодня наше первое заседание, мы еще не называем ее сессией, потому что это действительно было организационное заседание Якутской городской думы, оно показало, что мы действительно можем работать вместе, дружно, единым коллективом Якутской городской думы на благо нашего города. Я думаю, что это самое важное. На втором заседании депутатов Якутской городской думы нового созыва. По повестке заседания были рассмотрены 7 вопросов. После внесения изменений в ранее принятые отдельные решения Якутской городской думы депутаты рассмотрели вопросы избрания заместителей председателя Якутской городской думы. В связи с большим объемом работы, в целях качественного и эффективного решения поставленных вопросов перед избирателями решением депутатов закрепляется увеличение количества заместителей председателя Якутской городской думы, работающих на непостоянной основе с 1 до 2. При рассмотрении вопроса избрания заместителей председателя выступила первый заместитель председателя Якутской городской думы, руководитель фракции партии «Единая Россия» Евдокия Евсикова и предложила кандидатуры Феликса Романова и Филиппа Седых. Учился в средней общеобразовательной школе номер 5, работаю в городе Якутске. Закончил Дальневосточный государственный технический университет в городе Владивостоке, там учился наш второй президент Вячеслав Петрович Шнов. Затем, после окончания вуза, вернулся в город Якутск, чтобы полученные знания и опыт применить в родном городе. Долгое время трудился инженером специальности, в Соединенном обществе сохранить. Затем поступил в Российскую академию государственной службы при президенте Российской Федерации в городе Москва и обрел знания специалиста по государственному муниципальному управлению. Вернувшись в город, принял участие в праймеризе 2016 года, прошел и стал депутатом Якутской городской думы. Депутаты поддержали кандидатуры Феликса Романова и Филиппа Седых. Мы провели большой ряд консультаций, в том числе с руководством республики, с партиями, с общественными объединениями, с руководством окружной администрации. Что касается моего заместителя Филиппа Сергеевича Седых, он является самовыдвиженцем, избран по Алексеевскому одномандатному избирательному округу Якутской городской думы. Он человек молодой, занимается физической культурой и спортом. У него есть тоже ряд своих идей, соображений насчет развития спорта, физической культуры. Ну и, соответственно, он как спортсмен будет у нас заниматься пропагандой здорового образа жизни непосредственно среди молодежи. Вы знаете, что он является сам по образованию физкультурником. Ну и, соответственно, сейчас он как индивидуальный предприниматель занимается нашими детьми, подростками, подрастающим поколением, тренирует их в своих залах, в частных залах. Надо сказать, что он делает это без какой-либо государственной поддержки. Ну и, соответственно, человек показал себя с наилучшей стороны. Расходы никаким образом не увеличатся. Как я сказал, эта работа не постоянная. То есть они не будут числиться в штатном расписании, они не будут получать зарплату, никаких дополнительных расходов это за собой не повлечет. Кроме этого, депутаты утвердили решение об образовании 2 дополнительных к имеющимся постоянных комиссий по экономической и инвестиционной политике, по социальной поддержке и охране здоровья граждан. У нас стояла необходимость об увеличении числа постоянных комиссий. Число комиссий у нас увеличилось на 2 единицы. Сейчас у нас будет 11 постоянных комиссий. Это
прежде всего, конечно же, связано с увеличением объема работ. Вы знаете, что в 2021 году на сессии Якутской городской думы в сентябре месяце Алексей Сергеевич Николаев подписал указ о социально-экономическом развитии города Якутска, где перед нами всеми поставил большую задачу. Также вы знаете, что буквально недавно, в сентябре, в начале сентября, Алексей Сергеевич вместе с Евгением Николаевичем защитили мастер-план города Якутска перед президентом Российской Федерации. И, соответственно, сейчас у нас стоят также задачи по реализации мастер-плана города Якутска. Нам необходимо, всему депутатскому корпусу тщательно работать над этими вопросами. Ну и, конечно же, мы должны сделать все от нас необходимое для того, чтобы не было никаких задержек в этой работе. Работа направлена, конечно же, на развитие города Якутска. Мы должны будем работать также над принятием всех необходимых нормативно-правовых документов, выходить, если надо, с инициативой, законодательной инициативой Государственного собрания, то мы... По формированию постоянных комиссий аппаратом Якутской городской думы была ранее проведена предварительная работа со всеми депутатами, и вопрос был также принят единогласным решением. Депутаты утвердили состав президиума Якутской городской думы, в который, кроме руководства представительного органа, вошли депутаты Ниргун Ефремов, Алексей Осипов, Владимир Слепцов.